Никита сказал, что подойдет, когда у вас, наверное, закончится. Но если вы там заканчиваете раньше, здесь нажимаете «Остановить трансляцию». А чтобы она записывалась? Оно уже записывается. Оно вот на YouTube сейчас идет. И на YouTube оно сохранится в качестве записи. Здесь завершить трансляцию. Хорошо. Все, то есть мы уже поставили, что трансляция идет. То есть видео, звук идут туда вот в интернет. Потом надо будет просто остановить, завершить здесь, оставить здесь. Все. Ну, просто Никита сказал, что он не знает, когда у вас точно закончится. Я сама не знаю. Ну, я все сделаю, хорошо. Хорошо. Потом покажу. Что-то никто не идет. Часто с опозданием.
но трансляция все равно. Я тебе так не скинула на почту? Нет. Мне Еще даже не нет. стыдно. Где я вообще? Где? Там? Да. Но смотри, есть пульт, чтобы листать, если ты будешь листать. Да, заходи, подключай, говорю, Люда, сходи туда-обратно. Я на 2 места немножко буду бегать, хорошо? Если не вопросов по технике, вдруг что-то меня не будет, вот здесь сидит девушка Олеся, да, она поможет тебе, хорошо? Если прям что-то такое печальное. Трансляцию 3 человека просили. Ну, в смысле, они подключились или как-то это Я видишь? не могу тут увидеть. А где вы транслируете? На ютубе. На YouTube? Да. Интересно. Ну вот так вот у нас делают, я не знаю. Вот то, что ты в прошлый раз записывала. Здесь никто не придет, я просто поставлю камеру так, что я запишу прямой эфир. Если вы не против, вы выложите куда-нибудь. Нет, конечно, не Есть. Я просто Скажи, слушаю. пожалуйста, как можно посмотреть, кто-то подключился или нет? Только я подключился. Видно, да? Никого нету. А да. где видно? 6 часов. Ну, я говорю, это какая-то тайна. Статистики там нет, там почему Нам это тайна? не видно. Нет, здесь вот это я только смотрю, там в читальном больше никого нет. А как посмотреть? Что? Как посмотреть? Ну, там статистика просто трансляции. Не, я имею в виду вкладочку переключить, просто я забыла. Чтобы мы видели, для Смотреть, кого да. вещаем. Там, как говорит, 1000 просмотров на посте. На посте? Да, люди пишут, Ну, спрашивают. у меня знакомая говорит это. Я говорю, работа, да, и то есть 5 часов только работа заканчивается. Так что снимаю ничего слушаю, да? Просто немножечко обидно за тебя. Можно было в рамках Дня языков какой-нибудь сделать, потому что там посещение идут. Да.
Ну, уже воскресенье, видишь? У меня висит что-то. А это нормально, чуть-чуть подожди. Надо было все-таки воскресенье, да? Чем четверг. Француз, да? Да, Марика. Вот есть дети. Есть. Оставайтесь. Меня я всегда сижу. Там психологи. Создательно. Переманивайте публику сюда. А надо просто параллельно, так не надо делать. Надо их Я вообще не двигать. знала, что это психолог. Я, честно, не могу понять причину, по которой эти психологи так популярны. Ну, там в плане как бы есть по мероприятиям или нет? Я уже давно не знаю. Ой-ой-ой. Ну да, ты записывай, это в любом случае. Слушай, у меня тебе скинут ту запись, что будет. Ты посмотришь, что будет лучше. Скинешь себе в ВК, какая ты умница. Я думала вообще запустить, ну, типа, запустить в Инстаграме прямой эфир у себя. И у нас в библиотеке спрос есть, люди спрашивают. Не, я говорю, может, мне в Инстаграме просто запустить. Может быть. А вы сюда, да? Вы сюда? Сюда, да. Поближе, очень плохо. Английский зеленый, разрушаешь стереотипы. Я бы еще не послушала. А, да вы пододвиньте, да? Можно, да? Конечно. Вы не решали план, что пришли? Все делать. Хорошо. Еще кто-то захочет. Сюда, в сторону, чтобы вам не мешать. Ходите. Там уже полный зал по психологии, Ага, по тревоге. это хорошо. Потому что тревога. Все тревожные. По тревоге всегда больше. Да. Но не звуковая тревога. Так, хорошо. Давайте попробуем начать. Так, ну что, цель моего выступления — рассказать о том, что английский с мамой — это не так уж и страшно и сложно. Сначала представлюсь, меня зовут Олеся. Может быть, они все душили. Да, мне 26 лет. Закончила я институт КГПНИ еще тогда, сейчас СКУ, по специальности педагог английского и немецкого языков. У меня красный диплом, еще есть диплом переводчика в сфере профессиональной коммуникации. И 3 года я работала в языковой школе. После этого вышла в декрет и поменяла специальность. Сейчас я работаю в IT-компании, тоже на английском языке, чтобы его, в общем-то, не растерять. И в декрете я начала говорить с дочкой на английском с 8 месяцев. Мы говорим на английском, сейчас ей завтра ей 3 года, вот, и она уже билингв, можно так сказать.
О чем я буду сегодня говорить? Вроде не завтра, да? Да. Именно завтра. Да. Потому что совпадает у меня внука завтра день рождения. Хорошо. Во-первых, расскажу о том, как мы вообще пришли к свободному общению на 2 языках. Дальше расскажу о том, какие мифы есть, связанные с ранним изучением английского языка. И вообще, как, если есть желание, да, стать англородителем, англомамой или англопапой, и нужно ли оно вообще. Потом отвечу на вопросы, если не появятся. Не хочу превращать в какую-то лекцию, то есть вопрос-ответ, да, то есть если какие-то вопросы появляются в ходе выступления, задавайте. Как я вообще пришла к тому, чтобы начать говорить со своей дочкой на английском? Еще задолго до того, как я была беременна, когда я училась в институте иностранных языков, я вдруг увидела какую-то маму, которая не владеет русским как носитель и просит своего малыша показать руки, ноги, все на английском. Меня это восхитило, я думала, господи, что это такое вообще, как маленький ребенок может так. И с тех пор я захотела, в общем-то, эту тему изучать. Потом уже, когда забеременела, я подумала, что мне бы хотелось, чтобы моя дочь говорила на 2 языках. И, да, изучала эту тему билингвизма, искусственного билингвизма, потому что, так как мы живем в России, билингвизм как бы у нас в чистом виде невозможен, тем более, что я носитель русского, не английского. Вот. То есть я специально создала среду для изучения языка вот с своей дочкой. Вот. Как вы думаете, что было для меня самым сложным в этом деле? Время? Нет. Времени не было, но все-таки начала. Самое сложное было именно начать. То есть роды, ребенок, новые хлопоты, новый этап жизни. И вот как-то, да, скоро начнем. То есть, по идее, можно как бы прям с первого дня начинать говорить на английском, но вот как-то оно все не до этого, в том числе время. И где-то в 6 месяцев я поняла начать, наступает 6 месяцев, я такая, ну вот сейчас начну, нет, никак не начинала. Да, то есть было уже какое-то, что вот я на русском полгода разговаривала, как я вот так сейчас перейду на английский резко, как бы мне вот начать, как-то перед мужем даже стеснение было говорить с ребенком, а потом я как-то вот все-таки решилась, думаю, или сейчас, или никогда. Вот, и как-то вот так мы начали с ней говорить на английском. Мы говорили, то есть я говорила с ней на английском, мой муж на русском, да, то есть это метод называется OPOL, то есть One Parent, One Language, когда один родитель на одном языке разговаривает, второй на другом. Вот. И то есть, там недолго мы говорили первое время, минут по 15, по 20 и так далее, и по нарастающей. Вот. Первое время самое сложное это вот когда ребенок маленький, он улыбается, но что бы ты ни говорил, да, то есть тут зависит все от мимики, от того, как вы себя ведете, а именно вот язык он не понимает, то есть он реагирует на ваши какие-то просьбы и так далее, то есть это как немножко в стену говорить. Вот, в каком бы ты ни языке не сказал, ребенок реагирует одинаково, потому что вот он считывает именно мимику мамы. Вот, это было сложно, первые там пару месяцев, потом уже после года началось понимание, то есть она начала понимать мою речь, там первые слова и так далее, немедленно запустится ли видео, и не слышно, да? Так, ну в общем, да, я показывала карточки, то есть она улыбалась, потому что я улыбалась, то есть не было пока понимания вообще, вот, реакция была только на мои какие-то действия. Вот. Потом, конечно, появились уже первые слоги. То есть это было, допустим, та, это было и собака, и кошка, cat, dog, там, ну нет, все, что было та, это cat, там, car, да, вот все как-то вот так. И уже после того, как появлялись какие-то слоги, я понимала, вот когда я говорю, принеси мне вот это на английском, она приносит, то есть это уже все, это такая мотивация, прям не хочется заканчивать после этого, то есть этот этап надо перейти, сложности именно, и потом уже начинается очень классный период, когда ты начинаешь все больше и больше что-то давать, ребенок начинает реагировать, что-то делать, показывать, вот, и вот с года и 3 я начала вести дневник.
Я записывала все, что она понимает, все, что она выдает, какие-то слова, фразы. На русском тоже записывала. И на вкус, получается, да, то есть все это время мы с ней, я с ней в основном на английском говорю. То есть если папа рядом дома где-то, мы с ним говорили на русском, и дочка как бы была рядом, то есть она понимала, что с папой на русском, с мамой на английском. И как бы, так скажем, языковые картинки у нее сложились. Вот. И потом уже дневник вести становится сложнее, когда ребенок начинает то есть осваивать всю эту базу, которая есть, там цвета, счет и так далее, и начинаются более сложные какие-то грамматические конструкции, и вот выцепить это в речи уже сложновато, то есть год и 3, да, и 2 и 10, то есть разница большая, как раз таки потому, что уже меньше каких-то вот таких вещей, которые можно заметить, записать. Плюс, опять же, если у вас уровень вместе с ребенком не повышается, то есть если не изучаете дальше, там какие-то моменты в английском языке, может как плата такое возникнуть, да, и вот вы как бы на одном уровне с ребенком будете. Вот, то есть надо как бы вести этот дневник, и этот дневник как раз помогает. То есть если у ребенка там месяц нет прогресса в языке, я понимаю, что мне надо что-то еще ввести, изучить, может быть, самой. Вот. И за то время, которое я говорю с дочкой на английском, раз в 2 года получается, очень много мифов вокруг этого ходит, как и в целом вокруг изучения английского языка. Вот о них хотела сегодня рассказать поподробнее. Самый первый миф, то есть это о том, что до 5 лет иностранный язык вообще учить нет смысла, дети не развиты, даже кто-то говорит, что вот они до 5 лет там даже физически там как-то не развиты. Вот. Тут смотря для чего. То есть понятно, что 5-летний ребенок, у него хорошая база русского языка, то есть можно там прибегать к переводу. И, я сама не очень сторонник этого метода переводного, но как бы да, то есть я понимаю тех, кто об этом говорит. И плюс в 5 лет у детей уже есть появляется способность учиться, воспринимать информацию, то есть понятно, что в 2 года ребенок там, не знаю, за полгода усвоит 200 слов, условно, вот, там 5-летний, да, ребенок, он усвоит эти 200 слов там за месяц, допустим, да, то есть разница будет большая. Но тут именно надо понимать, для чего вам вводить английский язык, да, то есть если хочется познакомить ребенка с английским языком, чтобы привить интерес, чтобы там во 2 классе ребенок не расстроился и не удивился, что у него что это вообще такое, да, то есть да, это супер, это отлично, и какая разница, сколько слов там он у вас изучит, да, то есть главное, чтобы вот эта любовь к языку появилась. А если цель, чтобы ребенок именно овладел языком, то тут как бы нужно просто очень большой ресурс вот этого времени, да, которого нужно с ребенком проводить. Если вы выбираете водить ребенка на какие-то кружки, да, допустим, 2 раза в неделю, но цель у вас, чтобы он хорошо знал английский, то есть он не будет знать хорошо английский. В итоге там к 1 классу ребенок, который не изучал английский, ребенок, который 2 раза в неделю ходил на кружки, придут с одинаковым уровнем примерно. Опять же, да, там цвета, счет и так далее. Тут еще как бы в чем фишка, так скажем, что среду создать невозможно как бы в условиях класса. Точнее, возможно, но это всего лишь там 1-2 часа в неделю, этого мало. То есть, если вводить куда-то, то все-таки дома посвящать этому 15-20 минут в день вместе с ребенком, что-то там проговаривать, повторять, какие-то бытовые моменты и так далее. То есть это будет намного эффективнее, если вот каждый день по чуть-чуть, даже там не водя на какие-то кружки, там по 15, 20, 30 минут, по нарастающей, сколько есть времени. Вот. И следующий миф, чтобы ребенок освоил английский, нужен носитель. То есть это не только касается даже детей, но и взрослых. То есть я преподавала в языковой школе, я знаю, о чем говорю, то есть ко мне часто подходят люди и говорят, мне нужен носитель, да, то есть, но носитель, как бы, это такое, то есть это человек, вот мы с вами, да, мы с вами носители русского языка, вот мы с вами не преподаватели, допустим, да, вы не преподаватель? Нет, вот мы с вами поедем там в Англию, да, и пойдем в языковую школу преподавать русский, да, то есть мы с вами не преподаватели, мы не понимаем, как все-таки чуть-чуть вот этой, как сказать, методики, да, то есть как дать язык, возрастные какие-то особенности, да, и так далее. И там, мы, допустим, с вами будем считать, что с вами хорошо знаем русский, а есть те, которые неграмотно пишут,
да, то есть говорят с ошибками, там, ударения те же, да, и вот мы, кто-то из вот наших таких знакомых сейчас поедет за границу и начнет в языковой школе что-то говорить, то есть, ну, разные вообще ситуации бывают, и, то есть, носитель — это просто человек, который живет в стране, он не преподаватель, он, как бы, может не обладать там такой экспертизой, то есть, если это преподаватель, даже русскоязычный, который хорошо знает английский, это лучше, чем просто носитель, там, который не преподаватель. Вот. Носитель-преподаватель — это отлично. Есть как бы носители, преподаватели. Это очень редко, но это очень классно. Да? Поэтому это стоит каких-то там, конечно, бешеных денег, я бы так сказала, занятия с ними. Вот. Но если это носитель-преподаватель, да, такой вариант как бы будет хорошим, да, то есть если это преподаватель именно своего языка, да, то есть он понимает вот эти все возрастные особенности, плюс не у всех носителей, допустим, есть там даже дети, да, то есть если мы говорим про обучение детей, то есть не у всех есть опыт взаимодействия с детьми, то есть опять же там своих детей нет, да, то есть они не понимают вот этого уровня детей, то есть бывают носители, которые просто там какие-то термины начинают разговаривать, очень сложные предложения и так далее, то есть вот эта специфика детей очень тоже важна. Вот. Еще один миф — это то, что только вот родитель с высоким уровнем английского может заниматься с ребенком дома. Это на самом деле не так. Я знаю несколько примеров. Я знаю одну маму, которая не очень хорошо знает английский, то есть там начинающий и средний, она просто вот начала вместе с ребенком учить английский. И по факту в первые пару лет, когда вы с ребенком начинаете только вот вводить ребенка в английский, да, ну, наверное, в любом возрасте, я бы сказала, то есть это все равно база. И если она у вас там есть, да, и вы начинаете ее изучать, то этого как бы хватает на пару лет, да, в зависимости от того, как быстро вы будете это делать. А за эти пару лет вы, в принципе, сами можете дальше изучать язык, там, те же фильмы смотреть, мультфильмы с ребенком, книги читать, да, и сами вот свой же язык прокачивать, по сути. Я сама, когда читала ребенку книжки, потом она засыпала, я начинала там слова что-то выписывать, потому что, ну, опять же, какие-то новые слова, еще что-то, то есть это как бы развивает вас в том числе. Ну, то есть вам нужно как бы будет развиваться, то есть через пару лет уже нужно будет более высокий уровень языка иметь. Вот. Да, то есть и опять же вспомним вообще детей маленьких, да, то есть сколько сложных конструкций мы с ними употребляем. То есть немного, да, то есть по сути вначале нужна просто какая-то базовое общение. В русском мы тоже говорим: ой, что это, смотри, это мячик, да, то есть, ну, в целом можно справиться с базовыми знаниями, главное их потом прокачивать. Вот. Еще один миф, часто слышу, вижу свой адрес высказывания, мол, лишаешь ребенка детства, там, потому что, скорее всего, для людей занятие английским — это вот сесть за парту, открыть книжки, начать писать, ну вот представьте, да, полугодовалого ребенка, который еще сидеть не умеет, да, вот за партой с книжками. То есть я просто примерно расписала, что мы вообще делали в разном возрасте, да, то есть потешки, игры, карточки, песенки, мультики, там, рисование и так далее. То есть где здесь книжки, ручка, там, письмо, грамматика или еще какие-то понятия, то есть их нет. То есть когда мы говорим об английском с ребенком, то это всегда игра, это всегда веселье, вообще все что угодно, кроме как раз таки сидения за партами, зубрежки, грамматики и всего на свете. Вот, поэтому здесь, да, соответственно возрасту как бы идет, то есть маленькому ребенку не дашь эти все предметы. Леся, у вас там слова на испанском, да, вот выводятся. Вы, может быть, в воскресенье будете на испанском что-то говорить? На испанском? Да. Ола, например, ола. Ола? Ола. Это привет. Ола. Ну, я знаю, у меня дочка просто смотрит Дору на испанском. Нет, а где он? Нет, ну ладно, это все. Были там. Ну, понятно. Ну, может быть. Картины. Да, это картинки вы имеете в виду, все, я поняла. Тут у меня вот дочка разговаривает, но не будет слышно, скорее всего. Вот. Да, еще один миф — это то, что нужно сначала выучить русский и уже потом перейти к английскому. Потому что есть русская база, есть на что опираться. Ну, здесь как бы я не совсем согласна, потому что, ну, мы, наоборот, сейчас в последнее время мы только уходим от
опоры на русский и пытаемся создать как раз вот эту среду английскую на занятии. Вот. То же самое здесь, то есть если грамотно вот этот процесс выстроить, то у ребенка как бы складываются две картины. То есть не обязательно, чтобы только мама говорила только на русском, ну, только на английском, там, папа только на русском. Есть разные методы. То есть тут применяем в зависимости от ребенка. То есть, допустим, мы год где-то с этим методом побыли, да, а потом мы понимаем, что у нас, допустим, садик, который на русском, да, и уже там какое-то окружение говорит на русском. И мы применяем уже ситуативный метод. То есть если мы находимся в русскоязычной среде, мы говорим на русском. Если мы наедине, мы говорим на английском. Там папа присоединился, снова на русском. То есть это уже начинается такой баланс, так скажем, меняется туда-сюда. Вот. И как бы, одного метода единого, который прям сработает на 100%, не существует. То есть тут уже нужно смотреть тоже по ребенку. Кто-то, допустим, применяет метод по времени, то есть неделю там поговорим на английском, неделю на русском, такое тоже как бы бывает. Вот. По поводу русского еще, то есть если ребенок знает русский, и ему там порядка 3-4 лет, там будут, скорее всего, протесты. То есть если вообще там в один день заговорить на английском с ребенком, там будет такой протест, что мама, давай на русском, все, не надо. Вот, то есть тут именно надо плавно погружать, возможно, через какую-то игрушку, которая говорит на английском, не самой, да, то есть что какая-то отстраненность такая. Вот, и как бы да, здесь вот важно вот эти протесты, так скажем, обойти, пройти через них, вот, и самим как бы не скатываться в рунглиш, то бишь не говорить там, смотри, это бол, да, то есть тут уже вообще в голове каша, потому что оба языка в одном предложении, то есть это как бы минимально надо такое вообще делать, скорее нет, вот. В целом про то, как же стать там, англомамой или англопапой, вот, то есть в рамках одной встречи я, конечно, это не расскажу, но в целом, да, то есть с чего начать? Это самый такой популярный вопрос, то есть надо начать с малого, то есть 15 минут в день это вообще прям достаточно, взять какое-то повседневное действие, которое повторяется со дня в день и начать делать его на английском периодически, да, то есть там чистить зубы, укладываться спать. То есть какие-то фразы, да, почему бы их там не записать, не повесить там куда-нибудь себе, да, и с ребенком постоянно повторять. Выучить какую-то песенку про вот эти вот ежедневные действия. Но это самое простое, то есть чистка зубов, еда, еще что-то, да. Вот. Есть еще в интернете много таких глоссариев, то есть это как сборники таких фраз, которые можно использовать в такой или иной ситуации. Допустим, прогулка, еда и так далее, то есть прям можно вводить глоссарий, прогулка на английском, там, да, то есть такое в интернете очень много. Вот. Есть еще хорошая книга Проничевой, английский, возможно, с пеленок так и называется. Если вы потом ко мне, друзья, добавитесь, я могу вам отправить. Вот, это такой разговорник именно вот на разные моменты. Там прям с пеленок, с нуля, да, то есть там смена подгузника и так далее. Но есть и более такие базовые понятия, как там просто прогулка, еда и так далее. Вот. Поэтому, если что, я могу вам скинуть. У вас в электронном варианте, да? Да, да. Ну, там такие глоссарии, которые вот прям распечатал, повесил и дальше используешь. Вот. Про количество, не качество, да, то есть я, бывает, этим грешу, то есть в целом, если там 15-32 часа, сколько угодно провести качественно, то этого как бы будет достаточно для ребенка. В целом, для того, чтобы даже стать билингвом, порядка 40%, наверное, на языке в день даже достаточно, то есть, ну, это не именно чтобы качественно, вот, потому что если, допустим, я вот сейчас замечаю, да, то есть я весь день просто болтаю с ребенком на английском, в целом, да, как бы язык поддерживается, но дальше мы не идем, мы не растем, да, то есть здесь нужно понимать, что если мы хотим двигаться дальше, улучшать как наш английский, да, то есть мне нужно, там, не знаю, минут 20-30, может, даже подготовиться самой уже после, да, то есть и потом качественно там 2 часа провести на английском, то есть поиграть, что-то еще, там, что-то употребить, а не так чисто поболтать обо всем, да ни о чем. Вот. Ну, это уже в дальнейшем, да, то есть вначале в целом как бы, да.
поводу того, чем вообще, да, заниматься с ребенком, то здесь по интересам. У меня, допустим, дочка любит машинки. То есть мы просто берем там, ищем книги про машинки, машинка может ожить, да, и начать тоже чистить зубы вместе с ребенком. То есть здесь уже от вашей фантазии зависит. И ну, не стоит как бы ограничиваться, да, во что ой, любит машинки, ну вот, все только про машинки, там других тем нет, да, то есть нет, ну на самом деле это не так, там нравится какой-нибудь хагиваги, да, он может просто вот вклиниваться в повседневную жизнь, и на английском что-то там с ним можно делать, то есть это подстраиваться под интересы, это прям важно, потому что если там какой-то будет протест, опять же, да, там игрушка не нравится, еще что-то, другая тема не нравится, то как бы, ну, сложнее, то есть именно через интересы ребенка так проще. Вот. И не стоит требовать от себя многого. Я иногда сама себе говорю, отстань от себя, потому что, то есть, вот, когда я возвращаю себя в то состояние там, пару лет назад, когда я вот восторгалась детьми, которые показывали там части тела на английском, а сейчас там у меня ребенок знает там какое-нибудь перфектное время, и я вот начинаю себя гнобить, что вот я ей там еще какое-то перфектное не дала еще, вот я не употребила, не внедрила, вот какая я, да, то есть потом я начинаю себе говорить, что отстань от себя, у тебя ребенок уже как бы на двух языках говорит, как бы ничего страшного, там попозже возьмешь, да, допустим. То есть, и опять же, там, не надо себя там насиловать, там, типа, вот, надо сегодня позаниматься с ребенком. Найдите, что сегодня сможете сделать, там, сегодня сможете мультик посмотреть, например, да, посмотрите мультик вместе, там, обсудите что-то. Там книжку хочется почитать, почитайте, да, то есть не обязательно там каждый день вот эти карточки, там еще что-то, да, то есть, ну, в удовольствие, надо, чтобы было удовольствие не только ребенку, но и вам. То есть отдыхайте, там, восстанавливайтесь, заново как бы возвращайтесь, да, то есть то, что вы там уже вступите на этот путь, это уже как бы хорошо, лежать в сторону своей цели, вот, чем ничего не делать, да, то есть, допустим, подготовки сегодня времени нету, что-нибудь простое, что тоже на английском, но как бы более, менее энергозатратно. Вот. То есть моя цель, допустим, опять же, научить ребенка пользоваться языком, да, для того, чтобы в дальнейшем общаться там, с носителями, с иностранцами. И бывают тоже такие моменты, когда вот я знаю, что я могу употребить там другое слово, там, ну вот take это брать, да, то есть take, а есть там fetch, как-нибудь pick, там еще что-то, то есть разные варианты одного слова. И опять же, во-первых, если вы читаете книги, эти слова ребенок уже встречает в литературе, да, какой-то. И вот я начинаю тоже, типа, вот, мне надо там все вот эти варианты ей дать. Нет, ну то есть вообще, если мой ребенок поедет за границу, да, и скажет трейд, то его поймут, да, то есть вот в этом цель, чтобы его поняли, там, с каким-то там даже базовым набором, и если там ему скажут, допустим, вот эти варианты, он, во-первых, либо поймет, потому что он уже там где-то это прочитал, посмотрел, запомнил, после там, не знаю, скольки лет, я думаю, в подростковом возрасте они уже сами будут тянуться к этому, если им будет интересно. Вот. Либо он переспросит, опять же, на языке и поймет значение вот этого слова. Вот. Поэтому, да, то есть итог всего моего выступления, что в целом вводить английский в раннем возрасте, пока вот он может легко его усвоить, и там потом, когда он уже умеет учиться, да, то есть решать каждому родителю, да, то есть моя цель просто показать, что можно по-другому. Спасибо. Я жду ваши вопросы. Спасибо большое за выступление. Я сейчас с сыном как раз 7 месяцев видела про то, что вы будете выступать, и заглянула вам страничку и видела, как ваша дочка говорит, восхитилась. И тоже пример есть перед глазами, сестра живет в Америке, соответственно, там как бы не нужно выдумывать языковую среду. Он пошел в садик в 2 года, и вот сейчас он уже говорит без акцента, и чувствует себя очень свободно. И я понимаю, что мой уровень английского не позволяет пока с моим сыном заниматься. Хотя вот сейчас послушала и подумала, что можно попробовать, по идее, расти с ним тоже. Потому что я понимаю английский за счет того, что посмотрела гору всяких английских материалов, а говорить очень боюсь из-за того, что я не могу, нет у меня практики, и я думаю, как я буду это все делать. То есть хочется, чтобы у сына была такая, как сказать, чтобы
чтобы он чувствовал свободу, не так, как я с английским, чтобы он мог свободно поехать, свободно говорить, и потом в школе он такой придет звезда уже. Ну, конечно, очень здорово. Но я знаю в Сыктывкаре маму, которая вот с таким базовым английским начала водить вот с 3 лет, по-моему, дочке английский. То есть вообще у меня были мысли создать какой-то такой кружок англомам, который только начинают что-то это, чтобы обмениваться какими-то вот материалами, знаниями, да, то есть там, потому что начать как бы это одно, да, то есть потом заканчивается декрет, начинается работа, и уже либо делегировать, да, куда-то этот английский, либо вот искать какие-то способы как-то еще вот его поддерживать, потому что я тоже знаю пример, когда вот декрет закончился и закончился английский, то есть в итоге ребенок пошел в школу и точно так же вот наравне со всеми учил его, и там были 4-ки, 3-ки, то есть ну вот, как бы цель до конца не выполнилась. Вот, да, поэтому вы у меня, если вас у меня нет, вы ко мне добавляетесь, у меня вот есть как бы такие планы, потому что я знаю несколько мам, которые уже там с большими детками, у которых хороший английский, а есть вот мамы, которые только-только начинают, и это классная идея вот объединиться как-то, и это все изначально. Ну вот именно даже вот как показать, что не нужен вот этот английский в целом в самом начале, то есть базовый какой-то вокабуляр, так скажем, да, и потом уже просто наращивать вместе с ребенком. А вы, получается, все время говорите на английском? Нет, нет. То есть, как вот я сказала, да, мы поначалу там как-то что-то с 8 месяцев то да, то нет, потом какой-то был период, просто не хотелось куда-то ходить, выходить, мы просто вот ребенок сидели дома, и в основном на английском, когда наедине, папа присоединяется, мы начинаем на русском. Вот, как-то так всегда было, а потом уже вот после того, как вошел в нашу жизнь садик, там вообще много начали общаться с русскими, да, то есть вот именно по ситуации. То есть мы наедине, мы на английском, если кто-то рядом на русском разговаривает, мы сразу переключаемся. У нас даже на самом деле был протест против русского. Ну, такой скрытый протест, я его называю, потому что мы с ней разговаривали на английском, и когда кто-то появлялся на русском, она не переключалась. То есть у нас было правило, что мы переключаемся, там я говорю, давай по-русски. А тут нет, она там начинает мне на английском что-то про этого человека говорить, там еще что-то, то есть было такое. Вот, но мы это осилили как-то, то есть я начала периодически и на русском книжки читать перед сном, и как-то даже русский вот в гору пошел, то есть какие-то вот моменты муж мог не додать, допустим, да, какой-то вот фольклор, там книжки на русском и так далее. То есть в русском, вот в сообществе, да, когда вот не знаю, там, папа весь день на работе, да, и мама на английском постоянно с ребенком, то есть будет перекос в сторону английского скорее, потому что, ну, там, мало получит ребенок русского, поэтому надо вот за этим балансом следить, и как бы маме не обязательно там 100% времени разговаривать с ребенком на английском. Я могу сказать про свой опыт. Конечно. Преподаватель английского, и тоже хотела, чтобы дочка научилась говорить с самого детства. Я тоже с ней играла, в основном в играх, они в играх вообще обожают просто. Просто там куколки, Барби, там, не знаю, какие-то динозавры, какие-то слова проговаривать, фразочки, и все, они очень хорошо воспринимают, и нет такого отражения. Вот потихонечку, так тоже до школы мы вот играли, в основном играли. Потом мы сделали, что у нас так в семье один день чисто английского. Какой-то период это, конечно, ну, более-менее нормально шло, потом ей стало сложно, потому что она нас не понимала, и мы как-то этот день убрали. Потом ставили только занятия. Я сделала группу, у меня в душке ходит, то есть группа ходит, и занимаются с удовольствием. Да. Ну, в школе, конечно, отлично. А где-то дополнительно, да, получается, заниматься? Она? Нет, а вот группу, вы говорите, создали. Группа, ну, я просто учитель английского, поэтому я взяла друзей, детей друзей, и объединила группу, потому что группа лучше, чем... И как они сейчас? Очень хорошо. С учебником, все как, ну, как вот на языковых. Здорово, здорово. И сколько там сейчас лет? Ну, нам, получается, сейчас будет 10. Ага. То есть, в принципе, ну, то есть это помогло, это такое да, то есть это подспорье? подготавливает. Потому что, конечно, когда они в школу идут английский, боже мой, что да, и у них такое прям неприятие деток. А вот если есть какая-то классная большая подготовка, а какой должен быть примерно уровень? Получается, после 3 лет уже нужно с ними более-менее сложными конструкциями говорить. Какой должен быть примерно уровень?
Да я бы не сказала, что более сложными конструкциями, это все равно как бы начало введения. То есть если вы начнете говорить даже с 3-летним ребенком сложными конструкциями, будет тяжело именно ребенку. То есть здесь все равно надо дозировать. Какой у меня должен быть уровень развития английского, чтобы я даже затрудняюсь сказать, ну вот если по там мерке какой-нибудь международной, да, ну, А2 будет прям вот так достаточно, ну в самом начале. То есть А1 плюс, наверное, даже. Ну, то есть вам все равно придется заново учить английский. То есть я, как сказать, то есть я думала, я там C1, да, у меня такой хороший английский, сейчас я начну говорить со своим ребенком. Я начинаю говорить, все, я вокруг смотрю, я думаю, ну окей, микроволновку, холодильник назвала, там, как, что там, вот я не знаю, ну то есть очень много всего ты изучаешь просто заново, потому что вот вокруг тебя столько всего, что ты не знаешь на английском. Потому что у тебя там какое-то ответвление, не знаю, там, культура, искусство, там мы обсуждали в университете, а дома этого нет. То есть очень много, не знаю, крышку закрутить, открутить, там приподнять что-то там, заправить кровать, там вот это все, то есть это все заново. То есть у меня вот такой пласт бытового английского открылся, то есть как будто и ничего не учила, можно сказать. То есть именно с ребенком вот это так работает. То есть все равно такое, ты не со взрослыми, как бы, да, не с подростками. Ну, если через быт и там это, потому что, опять же, если там кружки какие-то, да, для детей, там что, такие там цвета, какие счеты и так далее, то есть это такие как больше отдельные слова, не наращенные. То есть я, допустим, тоже читала книгу вот Марии Елисеева, у Марии Елисеевой, не помню, как называется, там билингвизм, английский с пеленок, что-то такое. Она тоже вот говорит про этот метод бусин, да, то есть если вы просто кажется кокет, да, вот окей, это кошка, да, и ваш ребенок будет знать только вот кокет и все, а нужно вот вокруг этого слова наращивать как бы бусинами, да, контекст для того, чтобы как раз вот эту речь у ребенка запустить, так скажем, да, то есть нужно говорить, это кошка, да, там это красная, там кошка, не знаю, там зеленая, да, кошка там любит кушать вот это, да, то есть и потихоньку вот вокруг этой кошки уже столько всего, и потом ребенок уже когда осваивает, да, более-менее вот язык, да, то есть он уже начинает взаимозаменять, то есть он знает, что там этот цвет, да, он будет потом сам подставлять, то есть если это будет просто кошка, он не сможет эту кошку нигде употребить, там, ну окей, кошка, да, то есть надо как раз наращивать вокруг этого слова такое, я не знаю, называется математическое ядро какое-то, то есть окружать другими словами, которые в дальнейшем как бы помогут именно начать говорить и понимать уже. Вот. Потому что вначале, когда дети начинают говорить, ну, то есть вот мы начинаем говорить на языке, да, тоже есть одна классная книга про то, как дети изучают язык, она на английском, но суть в том, что в самом начале, когда вы с ребенком разговариваете на любом языке, он выцепляет только те слова, которые ударные, да, вот это, допустим, принеси мне, пожалуйста, щетку, вот он поймет только щетку, вот эти первые слова ему вообще фиолетово, то есть это так, с детства формируется вот этот мозг, да, который воспринимает информацию. То есть это просто восприятие информации. То есть именно щетка у него будет, остальное пока нет. То есть наступит момент, когда он начнет понимать, принеси, там, еще что-то, да, то есть у нас как бы, и я это потом замечала. То есть я прочитала книгу, допустим, да, я начинаю, там, ребенок что-то говорит, там вот тоже предложение принеси мне щетку. И она просто на нее показывает, то есть она не поняла принеси, потому что ей как бы вот у нее в мозгу вот это вот первая часть вот так идет, потом щетка, да, ага, щетка, вот сейчас покажу. А потом уже там через полгодика еще, когда мозг развивается как бы вот это восприятие, начинается сочленение вот этих слов. Вот. На любом языке. Поэтому, да, вместе с мозгом развивается и восприятие. На русском так сложно носиться не говорят. Ну, то есть даже на русском языке. Да, то есть на русском начинаем, когда вот эта кошечка, там она такая-то, да, то есть и на английском точно так же. Спасибо большое. Тогда можно вам написать эту книжку? Можно написать. Спасибо большое. Спасибо вам, что пришли. Спасибо. Есть у нас в фонде как у Марии Елисеева, да, говорилось. Одна книжка есть в нашем отделе, можете взять почитать, если хотите. Да. Алис, как называется книга, посоветовала? Мария Елисеева? Да.
про английский с пеленок. Да, она есть у нас в отделе, ее можно взять, почитать. Я